В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нерюнгринском районе. Якутию отметили как регион с позитивной динамикой в борьбе с пандемией. Первые семьи получили федеральную выплату размером в 5000 рублей на ребенка до 3 лет. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нерюнгринском районе. Глава Якутии рассказал о текущей эпидобстановке. По его словам, она остается напряженной. Так, в регионе за минувшие сутки выявлено 4 новых случая заболевания. 1 в вышеупомянутом Нерюнгре, 1 в Алдане и 2 в Якутске. По Якутску это член семьи ранее заболевшего, ну а также человек, который прилетел из Москвы, житель республики, но с самого приезда находившийся на самоизоляции. По Нерюнгре также жительница Нерюнгра с самого приезда тоже находилась на самоизоляции, была под контролем. Ну и по Алдану это также работник обсерватора, который с самого первого дня находился в контакте с больными и вот, к сожалению, сейчас заболел. По другим территориям без изменений. Состояние больных у нас в целом нормальное, удовлетворительное. Вместе с тем по городу Якутску 2 у нас человека находятся в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ врачи борются за их жизнь. Глава напомнил, что в Сунтарском районе в вахтовом поселке введен карантин. Мера принята после выявления 10 положительных результатов на инфекцию. Николаев отметил и слаженность работы на Чииндинском предприятии. На сегодня все анализы отобраны и направлены в Москву и Петербург. Это несколько тысяч проб. Между тем, Якутия стала одним из немногих регионов, который выполнил план по обеспечению койко-мест для больных в республике. Глава проинформировал, что федеральные средства доведены до региона. Также поступают федеральные средства на доплаты медикам. Напомню, что в Якутии медицинские работники получают как федеральные, так и республиканские доплаты. Федеральные составляют 80 тысяч для врачей, 50 для среднего и 25 тысяч для младшего медперсонала. А региональные 66, 40 и 20 тысяч рублей соответственно. Всего таких медиков у нас в республике свыше 200 человек. Они все тоже до конца апреля месяца получат и республиканские выплаты, которые уже начались, и федеральные выплаты после соответствующих оформления документов уже непосредственно в учреждениях здравоохранения. Якутию отметили как регион с позитивной динамикой в борьбе с пандемией. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Президиума Координационного совета рассказал о текущей ситуации с работой медучреждений и их обеспечением. Он начал с доклада, что показатель смертности в стране на 4,5% ниже прошлогоднего. Рассказал, что для обеспечения оборудованием, кислородом и для подготовки коечной сети в регионы направлено около 80 миллиардов рублей. Однако в таких субъектах, как Омская, Белгородская, Орловская, Тверская области и Ставропольский край, подготовка коечного фонда требует вмешательства и дополнительных усилий. Но, по словам Мурашко, в нескольких субъектах наблюдается и позитивная динамика. Одним из таких регионов стала Якутия. Есть регионы, которые демонстрируют противоположную, то есть позитивную динамику. Если ранее мы упоминали Республику Коми как в числе регионов, которые недостаточно быстро меняются, сегодня мы можем констатировать, что коечный фонд Республики Коми мобилизовался, обеспечение кислородом соответствует нормам. И также хочу позитивно отметить Смоленскую область. Единственное, Смоленская область должна по кадровой обеспеченности провести ряд мероприятий по мобилизации. Великолепно двигается сегодня Липецкая область. Хотя эти регионы не самые обеспеченные, но тем не менее показывают хорошие результаты. Хотелось бы в позитивном плане отметить Республику Саха, Якутия, Сахалинскую область. Новый случай заболевания COVID-19 в Якутии, напомню, выявлен в Алдане. Об эпидобстановке в карантинном городе. Руслан Павлов. Недолго Алдан радовали нулевые результаты. За последние сутки +1 случай заражения коронавирусом. Подробнее главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Действительно, на сегодняшний день у нас число лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 43 человека. За вчерашние сутки 1 человек. Новых контактов по домашнему очагу он не дал. Только отрабатываем по контактным по работе.
Все они установлены, помещены в обсерватор, лабораторные исследования проводятся. На сегодня отправлено 29 проб в город Якутск для проведения лабораторных исследований. На месте в Алданской лаборатории центра СПИД обследуются лица, которые будут сменять работников социальных учреждений, не входящих в очаг. Ну, такая оперативная информация по Алдану. Мы следим за развитием событий. К другим новостям. Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций рассказал о формировании цен на топливо в стране. По его словам, мониторинг ситуации на внутреннем рынке происходит в ежедневном режиме. И несмотря на волатильность, то есть тенденцию изменчивости цены, которая наблюдается на мировых рынках, цены в стране стабильные. Я хотел бы отметить, что по бензину 92-му у нас с начала года цены не выросли, динамика цен составляет 0%. При этом цены на оптовых базах снизились на 3% примерно. И если говорить о годовом индексе, то год к году цены на автобензины, рост цен составил всего 1,7%, что ниже уровня инфляции. Если говорить о дизельном топливе летнем, с начала года по дизельному топливу рост 1,5%, год к году 3%, то есть тоже ниже, чем, это на автозаправочных станциях, ниже, чем уровень инфляции. Если говорить об оптовых ценах на нефтебазах, то по дизельному топливу мы наблюдаем снижение примерно на 4% с начала года, и если год к году, это 3,4%. Более чем 7 тысячам семей направили по 5 тысяч рублей на ребенка до 3 лет. Общая сумма финансирования на сегодня достигла 41 миллиона рублей. Напомню, что с 7 апреля президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных ежемесячных выплатах семьям, имевшим или имеющим право на материнский семейный капитал. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплачиваться она будет дополнительно, то есть не из средств капитала, и в течение 3 месяцев, с апреля по июнь. Обратиться с заявлением можно до 1 октября. Подать заявление можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда в разделе «Материнский семейный капитал». Такая возможность доступна и на портале госуслуг. На сегодня 100% заявлений принято именно по электронным сервисам. Одним из первых выплату в Якутии получила многодетная семья из Ленска. У нас многодетная семья, причем 2 младших детей до 3 лет. Я нахожусь в декрете по уходу за младшим ребенком до 1,5 лет. А муж работает. Этой весной нам пришлось туговато в связи с введением режима самоизоляции. И наша семья была безумно рада тому, что указу Путина о выплате денежных средств детям до 3 лет в размере 5 тысяч рублей. Так как у нас 2 детей до 3 лет, нам выплатили 10 тысяч. Хотелось бы отметить четкую работу сотрудников ПФР. Они грамотно объяснили процесс подачи заявлений и сроки выплаты. Не выходя из дома, я подала заявление через сайт ПФР, где могла отслеживать процесс рассмотрения заявлений. Вся наша большая семья благодарит нашего президента за такую возможность улучшить нашу жизнь. Из-за разгара пандемии в Айхале, как и в других населенных пунктах, закрыли места общественного питания. Но за счет своевременного переориентирования большинство из них продолжают работать в режиме доставки готовых блюд. Организовали бесконтактную оплату, усилили меры по санитарной обработке, еще и саму доставку сделали бесплатной. Как выжить бизнесу в это непростое время, узнавала Альбина Шарафидинова. Рабочий день Екатерины теперь начинается не с подготовки продуктов, а с измерения температуры. Эту процедуру проходит каждый сотрудник кулинарной лавки. На кухню вход строго в перчатках и в маске. За этим следит управляющий. Много времени не отнимает в связи с нынешней ситуацией. Это даже очень необходимо делать, обрабатывать руки, мерить температуру. Из-за пандемии заведению пришлось перестраивать свою работу. Максим – повар кулинарной лавки. За время карантина он со своей командой готовит еду на вынос. Говорит, заказов стало меньше, поэтому и рабочий день сократили. Работают с 11 до 19 часов. Занимаемся изготовлением пиц, изготовлением бургеров, ну и подобной фастфуд еды. Раньше мы испекали в день примерно 70-80 пиц. На данный момент, в период пандемии, мы испекаем 20-30 пиц. То есть заказы у нас упали сейчас.
Если здесь и раньше старались угодить клиентам, то теперь и подавно. В меню около десятка блюд. Заказать можно что угодно, от горячей пиццы до десертов. Готовят заказы в течение 30 минут, а доставляют бесплатно. Для бесконтактной доставки используют посттерминал, соблюдают дистанцию и санитарные правила. Покупатели остаются довольными. Рекомендую бургеры вам. У нас есть отличные бургеры. В другой службе доставки соблюдение санитарных норм тоже под контролем. Сотрудники кухни и доставки тщательно моют руки, готовят в перчатках, пользуются дезинфицирующими средствами. Больше, наверное, заказывают у нас пиццы, бургеры, также лапша пользуется популярностью. И сейчас у нас новинка появится. Это сладкая пицца с нутеллой, с большим количеством орех, кокосовой стружки. Также она вся запекается с шоколадом. Также появятся первые в Айхале датские хот-доги. К сервису доставка на дом присоединились продуктовые, цветочные и даже зоомагазины. В некоторых действует акция. Покупки свыше 1000 рублей служба такси доставят бесплатно. Рассчитаться придется наличкой или перевести онлайн. Врачи еще раз призывают: оставайтесь дома. Особенно важно соблюдать изоляцию тем, кто недавно вернулся из-за границы или регионов России с высоким уровнем заболевания ковид. Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Почта была и остается одним из важнейших социальных объектов как в целом по стране, так и в Якутии в частности. Это и связь с миром, и получение банковских услуг, и прием коммунальных платежей, а с недавних пор еще и покупка товаров первой необходимости, в том числе и продуктов питания. Поэтому даже в условиях повышенной готовности и самоизоляции отделения продолжают работать в штатном режиме. Но из-за пандемии с некоторыми корректировками. О работе почты в столь непростое время материал нашего СОБКОРа в Москве Максима Кардозу. Почта России ушла в онлайн. Многие услуги теперь доступны дистанционно. Например, перед отправлением посылки можно оформить ее в интернете. Для этого необходимо заполнить специальную форму. Кроме того, на сайте или в мобильном приложении можно отправить заказные письма, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, пополнить баланс мобильного телефона и многое другое. В последнее время мы видим рост такой услуги, как доставка посылок на дом. Уже оплаченную посылку почтальон может доставить до двери. Стоимость услуги 100 рублей за посылку. Также почтальон может принять и оплату за коммунальные платежи, оформить подписку, сделать доставку продуктов питания и товаров. Но отделения почты продолжают работать и офлайн. График с 9 до 18, без перерыва. Каждый день проходит санобработка помещений, все сотрудники в защитной экипировке. А в некоторых регионах ограничили и количество клиентов, которые одновременно могут находиться внутри отделения почты. Почта России запустила пилотный проект по оформлению предварительной записи в отделение почтовой связи. Пока данный сервис доступен в 20 отделениях Москвы и Санкт-Петербурга, но в самое ближайшее время он распространится на все регионы страны. Записаться на прием в почтовое отделение можно в мобильном приложении или на сайте Почты России. Также Почта России с 20 апреля запустила акцию, по которой можно получить скидку до 40% на подписку на различные газеты и журналы, чтобы на самоизоляции скучно не было. Список изданий можно посмотреть на сайте почта.ру. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Воспитанники из реабилитационного центра в поселке Сангар Кобяйского района получили долгожданный доступ в интернет. Проблему решил региональный оператор связи. Теперь во время карантина школьники получат возможность обучаться дистанционно. В настоящий момент в отделении находятся на круглосуточном пребывании 3 несовершеннолетних детей. Дети, которые ранее находились в социально опасном положении. А сегодня это дети, оставшиеся без попечения родителей. И с помощью интернета у нас появилась возможность так организовать их образовательный процесс совершенно по-другому. Конечно же, используя формы дистанционного обучения, предоставив им много различных ресурсов для организации обучения на дому. Предприятие незамедлительно приняло решение пойти навстречу и подключить услуги интернет в целях благотворительности до конца этого года бесплатно. На сегодняшний день услуга предоставляется. Мы организовали точку Wi-Fi. Очень хочется, чтобы поддержка нашего предприятия помогла этим ребятам открыть для себя новые возможности. На этом пока все новости. До встречи в следующем часе.